الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Сегодня, иншаллах, будем говорить про одну науку из наук Коран. Это ильму асбаби ан-нузуль. Наука о причине ниспослания аятов. Наука о причине ниспослания аятов. Вначале, иншаллах, даем определение этой науки. Эта наука или причина ниспослания аята или аятов определяется таким образом. Это событие, в том числе вопрос, по причине которого был ниспослан аят или несколько аятов. То есть у нас какое-то событие или вопрос задали пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, и по этой причине был ниспослан один аят или несколько аятов. Это уже называется причина ниспослания. Вот это событие будет причина ниспослания, или этот вопрос будет причина ниспослания этих аятов. Пример. Аллах Субхану Тааля, когда однажды Джибриль подошел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям после долгого времени, в котором ангел Джибриль не был у пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Из-за того, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям соскучился по ангелу Джибрилю алейхиссалям, он сказал: почему ты не приходишь ко мне почаще? Вот это событие. А Аллах Субхану Тааля ниспослал аят «Вама натаназзалу илля би амри раббик». То есть этот аят, в который Аллах Субхану Тааля говорит от ангелов, что мы не спасаемся, кроме когда Аллах Субхану Тааля дает приказ. То есть ниспослание ангелов – это только при приказе от Аллаха Субхану Тааля. Только тогда они ниспослаются пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. И тогда знал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, что когда приходит ему Джибриль алейхиссалям, это по приказу от Аллаха Субханаху ва Тааля, не от самого себя, не по желанию ангела Джибриль алейхиссалям. Вот это событие, это причина ниспослания этого аята в суре Марьям. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Пример вопросов. Однажды Муад ибн Джабаль, ради Аллаху анху, пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и говорил: «О пророк, вот эти иудеи многократно спрашивают нас, почему луна в такой форме? Сначала она без формы, сначала потом она маленькая, потом растет побольше, до того, как она станет кругом, потом уменьшается до того, как она исчезает. Почему луна показывается в таком формате? Почему эти изменения происходят?» Потом Аллах Субхану Тааля ниспослал аят «Ваяс'алунака анил ахилля», то есть сура Аль-Бакара, «Ваяс'алунака анил ахилля», они спрашивают тебя про луну, про формы луны. «Куль хия мавакиту линнаси валь хаджр». Скажи, это способ определения времени для людей и для совершения хадж, то есть для определения месяца и дней. То есть иудеи спрашивали про то, почему это происходит. Аллах Субхану Тааля направил ответ в другую сторону. То есть это нам не важно, это нам не принесет пользу. А что принесет пользу? Это знамение от Аллаха Субхану Тааля, за который надо благодарить Аллах. То, что Он подчинил луну,
чтобы она показалась в такой форме, чтобы мы знали, какой день в месяце. То есть, только смотря на Луну, мы можем определить, какой день. Даже все бедуины, почти все бедуины, которые живут в пустыне, то есть у них небо открыто, они сразу, видя Луну, могут определить, какой день в месяце. Это невозможно делать, когда мы смотрим на Солнце. Там изменений нет. Поэтому только через Луну мы можем определить, какой день в месяце. И вот поэтому мы зависим от Луны в определении начала месяца Рамазан, конец месяца Рамазан, начало наши праздники, Аид-уль-Фитр и Аид-уль-Адха, и начало всех месяцев, конечно, в том числе. Вот это вопрос был от сподвижника Муад бин Джабаль, ради Аллаху анху, и в ответ был ниспослан аят. Поэтому этот вопрос считается причиной ниспослания аята. Теперь можно задавать вопрос. Поскольку такая наука существует, то есть причины ниспослания Корана, разве это не значит, что Коран был ниспослан в то время, то есть во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и все, что находится в Коране, подходит только тем людям, которые жили во время пророка. То есть Коран нам не подходит. Современному миру Коран не подходит. Можно задавать такой вопрос? Есть люди, которые хотят сказать религии или избавиться от религии и задают такие вопросы. Ответ на такой вопрос в том, что большинство аятов Корана были ниспосланы без причины ниспослания. То есть Аллах Субхану ва Тааля ниспослает аят без причины. То есть малое количество аятов, то есть или маленькая часть Корана, которая была ниспослана по причинам, по разным причинам. Поэтому если это возможно говорит о аятах, которые были с причиной ниспослания, а об остальном в Коране, что мы можем говорить? Значит, Коран это не только для времени пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, а это подходит всем людям в любое время до судного дня. В любое время до судного дня. Также, когда один аят не спасается по какой-то причине, например, вопрос или проблема, чтобы там решить эту проблему. Идея при составлении законов – это когда у нас в сообществе есть одна проблема. Например, обнаружили какой-то новый предмет. При употреблении этого предмета мы выявили, что этот предмет опасен для здоровья. Опасен для здоровья людей. И вот органы власти делают закон о том, что употребление этого предмета запрещено. Можно ли через 100 лет употреблять этот предмет, сказав, что этот закон был сделан 100 лет назад и был только действовален в то время, а сейчас это нам не подходит. Мы хотим употреблять этот предмет. В этой ситуации этот предмет будет вреден для здоровья или нет? Конечно, будет вреден для здоровья. Значит, как идея закона – это то, что у нас проблема, закон решает проблему, но этот закон будет действовален навсегда. Конечно, там есть разные ситуации, когда изменяются законы. Это просто простой пример. И поэтому, когда Аллах Субхану ва Тааля ниспосланием Корана решает какой-то вопрос или какую-то проблему, вот это решение, значит, подходит всем до судного дня. Аллах Субхану ва Тааля всезнающий и знает, что будет до судного дня, и знает, что это решение, которое было ниспослано в Коране, подходит всем до судного дня. Поэтому он ниспослал это решение в виде Корана. И вот так это один вид из обмана тех людей, которые хотят избавиться от религии. Они приносят что-то
истинный из религии, например, есть наука ниспослания аятов? Да, есть такая наука. Значит, в зависимости от того, что есть такая наука, значит, Коран нам не подходит. Они, основываясь на то, что истинный в нашей религии, подошли к какому результату? Очень плохому результату. Это их способ в искажении религии, чтобы избавиться от религии, от запрета религии, от того, что Аллах Субхану Тааля приказал. И вот это их способы. Мы должны быть осторожными с такими людьми, чтобы мы не попали в то, что Аллах Субхану Тааля запретил. То, что Аллах Субхану Тааля говорит, это нам подходит, нам всем людям со времени пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и до судного дня. Теперь мы будем, иншаллах, говорить о пользе от этой науки. Самый главный – это понимать Коран правильным образом. Я, иншаллах, приведу одну историю, где там было недопонимание одного или того аята, который привело к каким-то сомнениям, так скажем, в Коране. Например, или в какой-то практике в религии. Например, однажды подошел Урва ибн Зубайр, радiyallahu анху, к умму муминин Аиша, радiyallahu анха, и спросил. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Инна ас-сафа валь марвата мин ша'аириллах». То есть Сафа, гора Сафа и гора Марва, которые находятся в Мекке, из, так скажем, из знамений Аллаха, из обрядовых знамений Аллаха Субхану Тааля. فمن حج البيت أو اعتمر, кто совершает хадж или малое паломничество, умра, فلا جناح عليه أن يطوف بهما. То есть не будет на него грех, если он проходил между ними, то есть делал са'и. Когда он совершит хадж или умра, мы знаем, что между горами Сафа и Марва мы должны идти 7 раз. И в этом аяте говорится, что греха не будет, если там мы проходили между Сафа и Марва. И он сказал нашей матери, мумина Аиша, что в зависимости от этого аята мы можем не совершить са'и между горами Ас-Сафа и Аль-Марва во время хадж или умра. Зачем это обязательно? В зависимости от этого аята мы можем не сделать этот са'и между этими горами. Она сказала: ой, ты родственник мой, то есть ябна ухти, ты не понял правильно. Аллах Субхану Тааля, если он так хотел, он бы сказал, не будет греха не пройти между ними. А он сказал, не будет греха пройти между ними. Этот аят был ниспослан для ансара. То есть причина ниспослания этого аята были ансар. Те люди, которые приняли пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям в Медине. Почему? Потому что до ислама у них были идолы на этих горах. Когда они совершили хадж до ислама был хадж, но с ширком, с многобожием. И когда они совершили хадж, они тоже проходили между этими двумя горами. Из-за этого после ислама они чувствовали, что они практикуют что-то, которые практиковали, когда они были многобожниками. Из-за этого в их сердца было неудобство, потому что они совершают то, что сейчас после ислама, то, что они совершили до ислама, когда они находились в многобожии. Из-за этого Аллах Субхану Тааля ниспослал этот аят, то если вы совершаете, то есть проходите между этими двумя горами, на вас не будет грех. То есть это из обрядовых знамений Аллаха Субхану Тааля. То есть это, конечно, совершили многобожники, но это может быть со времени или основа этого действия был это мат Хаджар, алейхиссалам, мат Исмаил, алейхиссалам, когда она ходила между ними, когда искала воду. И вот этот обряд оставался даже у многобожников,
и они это совершили его, и после ислам тоже оставался. То есть это обряд Аллах Субхану Тааля назначил. То есть это не придумали многобожники, а это Аллах Субхану Тааля, который установил этот обряд. Поэтому, если совершить этот сай между Сафа и Аль-Марва, греха не будет на вас. И вот из-за того, что он не знал причины ниспослания этого аята, он ошибался в понимании этого аята. Из-за того, что Аиша, радийаллаху анха, сказала причину ниспослания этого аята, мы поняли, о чем идет речь. Почему Аллах ниспослал и что означает этот аят. И мы не попали в ошибку, как Урва ибн Зубайр, радийаллаху анху. Теперь, у нас откуда берутся причины ниспослания аятов? У нас всего лишь один источник. Этот источник – это передачи. То есть причины ниспослания, может кто-то в это время, например, в наше время, сидит, читает один, например, Коран и читает истории, которые были в Сирии, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и он сам по себе нашел какой-то аят, который подходит на каком-то событии во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И он говорит, почему не сопоставить вот это событие с этим аятом и сказать, что это причина ниспослания. Это делать нельзя, потому что все причины ниспослания должны были быть переданы от сахаба, от тех, которые жили в то время, где эти события происходили. Поэтому единственный источник причин ниспослания – это передачи. Следующий пункт, о котором мы будем говорить, если есть разные передачи или разные события, которые привязаны к одному аяту, что мы можем делать? Поскольку передача, как мы сказали, это единственный источник для узнавания причин ниспослания. Мы смотрим на эти передачи. Во-первых, если у нас один слабая передача и одна сильная, понятно, что мы можем делать. Слабую оставляем и берем достоверную. Например, о причине ниспослания аят «Фаинама туваллю, валиллахи al-машрику вал-магриб, фаинама туваллю, фатамма ваджху Аллах». Аллаху принадлежит восток и запад. Куда бы вы ни повернулись, и там будет ваджху Аллах. То есть ваш намаз, твой намаз будет принят, если ты поворачиваешь на восток, на запад. Куда бы ни повернулся, твой намаз будет принят. Если там читать этот аят с таким толкованием, можно думать о том, что направиться в сторону кибли при совершении намаза – это не обязательно. Но на самом деле он обязательный. Если мы будем читать намаз не в сторону кибли, намаз не будет действовален. А о чем говорит этот аят? Этот аят есть две передачи. Первый из них говорит, что были сподвижники в пустыне на сафари, то есть в путешествии, и в одну ночь, где очень темно было, даже луны не видно, они хотели читать намаз, они не знали, в какую сторону будет кибла. Поэтому в этой передаче передается, что каждый читал по-своему. То есть один сказал, мы отсюда пошли, потом направились туда. Каждый оценивал, насколько он может, и они читали намаз в разные стороны. Из-за этого события был ниспослан аят «Фаинама туваллю, фатамма ваджху Аллах». То есть все эти намазы, которые были в разные стороны, эти действовальные намазы. Вот эта передача говорит о том, что причина ниспослания этого аята – это событие, которые были в пустыне, сподвижники были
не знали, куда направиться в намаз, и они каждый по-своему направился. И все эти намазы были действовальны из-за ниспослания этого аята. Но эта передача, этот риваят слабый. Есть достоверный риваят другой, в котором говорится, что когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям направился из Медины в Мекку, он был на верблюде, ездил, и он читал намаз по дороге, имеется в виду читал нафл намаз, дополнительные намазы, он читал. И куда поворачивал этот верблюд, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям продолжал читать намаз. То есть он не остановил намаз из-за того, что верблюд чуть-чуть поворачивался вправо или влево. И вот только тогда был ниспослан аят فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. То есть этот намаз, дополнительный намаз на поверхности верблюда, если он отворачивается чуть-чуть от стороны кибли, будет тоже действовален. Поэтому, поскольку у нас достоверный риваят и один слабый риваят, слабый не надо брать, а берем только достоверный. Есть другой вид, когда есть больше, чем одного риваята, когда они оба достоверны. Например, когда был ниспослан аятуль ли'ан, то есть когда кто-то обвиняет женщину в прелюбодеянии, он должен привести 4 свидетелей. А если кто-то обвиняет свою жену, вот это условие отменяется, и он должен делать что-то, как называемое аль-ли'ан. То есть он должен клянуться Аллахом, субхану тааля, 5 раз, что она совершила прелюбодеяние. Если она тоже клянется Аллахом, что она не совершила, казы будет разделить их, то есть как талак, и все, каждый идет по своей пути. Вот этот аят был ниспослан в суре Ан-Нур находится. И причина ниспослания этого аята есть 2 передачи, оба достоверны. Первый говорит об одном сподвижнике, который пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям с этой проблемой, что он обвиняет свою жену в прелюбодеянии. И есть другая передача, которая тоже достоверная, тоже говорит про другого сподвижника, который тоже обвиняет жену в прелюбодеянии. И поэтому ученые что сказали про эти достоверные риваяты? Что это было почти одновременно, то есть или через некоторое время, очень малое время проходило между этих 2 событий. То есть первый сподвижник пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям с этой проблемой, и до того, как Аллах субхану тааля ниспослал этот аят, второй сподвижник пришел с такой же проблемой. И из-за этого мы можем считать, что этот аят с 2 причинами ниспослания. То есть она одна и та же проблема, но были 2 события для ниспослания этого аята. Поэтому это в данной ситуации, когда у нас 2 достоверные передачи, и оба они происходили недалеко по времени друг от друга, мы считаем этот аят с 2 причинами ниспослания. А как объяснить, если 2 передачи, оба достоверны, и они по времени далеки друг от друга? Например, Аллах субхану тааля говорит: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Сура Аль-Исра, Аллах субхану тааля говорит: и они спрашивают тебя о душе, скажи, душа это от амр Рабби, то есть от того, что от Аллаха субхану тааля невозможно понять. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. И вам было дано мало знаний было вам дано. Есть одна передача, которая говорит, что причина ниспослания этого аята – это когда находился пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в Мекке, это до хиджры, до переселения. И мушрики, многобожники попросили у иудеев, чтобы они дали вопросы, которые не знает ответ на них никто, кроме правдивых
пророки. То есть знание или ответ на эти вопросы не может отвечать никто, кроме пророков. И они дали им 3 вопроса. Спросите его о душе, что это такая душа. Спросите его о людях пещере. И спросите его про Зулкарнайн. Кто это такой? Кто был Зулкарнайн? И Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят, в который рассказал история людей пещеры. Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят, в который рассказал историю Зулкарнайн. И ниспослал этот аят «Вес'алунака ани рух, кули руху мин амри рабби». Вот дал ответ на этот вопрос. Есть другой достоверный аят, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям находился в Медине и был с одним сподвижником, проходили иудеи, сказали друг другу: давайте будем спросить его о душе. Один из них сказал: нет, лучше не спросить его, потом он что-то скажет нам, что-то неудобное, поэтому лучше его не спросить. Потом, в конце концов, они решили, что они будут задавать вопрос пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, и спросили его о душе. И вон тогда был ниспослан аят «Вес'алунака ани рух, кули руху мин амри рабби, ва ма утитум мин аль-илми илля калила». Наши ученые, рахимахумуллах, говорят, что поскольку оба риваята или обе передачи достовернее, это значит, что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал один аят 2 раза. И как мы сказали раньше, что когда Аллах Субхану ва Тааля повторяет ниспослание, то есть ниспослает один аят или одну суру дважды, как мы говорили про суру Аль-Фатиха, что она называется «Ас-саб'уль маthani», то есть один из объяснений слова «Аль-Маthani», то есть суру, которую Аллах Субхану ва Тааля ниспослал дважды, в указании на его почетности, насколько она важная. Самая великая сура в Коране – это сура Аль-Фатиха. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля ниспослал ее 2 раза. И тоже на указание на то, что насколько этот аят важен, Аллах Субхану ва Тааля ниспослал ее 2 раза. Вот эти 3 вида, когда у нас достоверный риваят и слабый риваят, что мы можем делать. Когда у нас 2 достоверных риваята, но эти события почти одновременно происходили, что мы можем говорить. И когда оба риваята достоверные, но происходили в разные времена, это указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал этот аят дважды. Это почетность для этого аята. То есть этот аят имеет высокое место. Весь Коран важен, весь Коран на высоком месте. Но есть, как мы сказали, как сура Аль-Фатиха, которая была ниспослана 2 раза, это указывает на почетность этой суры среди остальных сур. هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله